Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І далі продовжуємо говорити про українських бранців, 73 з яких учора повернулися на територію підконтрольну Україні з непідконтрольних територій, тобто багато з них перебувало у полоні так званих ЛНР та ДНР, дехто майже 3 роки з 2014 року. У нашій студії ми вітаємо Марію Варфоломєєву, журналістку, колишню полонену так званої Луганської Народної Республіки. Доброго вечора, Марія. Здравствуйте. Давайте послухаємо, що сказав Ігор Кословський, так, релігієзнавець, відомий вчений на весь світ, якого також звільнили із полону. Він ці слова сказав про любов українського народу на військовому литовищі, коли літак із 73 заручниками приземлився тут, у Києві. Нас об'єднує не тільки ця земля, це повітря, нас об'єднує не тільки наша спільна праця, нас об'єднує наше бажання зробити так, щоб кожен з нас був вільним, щоб кожен з нас був членом єдиної родини. І моє серце зараз співає пісню. Вона співає пісню любові, любові до народу України. Ми перейшли через страждання, через катування, через біль, через хвороби і, головне, через моральний і психологічний тиск. Але ж ми постійно відчували любов нашого народу. Любов людей, які молилися за нас, які билися за нас. І це головне. Це головне, ми зараз відчуваємо цю любов. І я люблю вас. Люблю тебе, народу України. Слава Україні! Марія, от ви самі особисто пройшли полон, так, у так званій Луганській Народній Республіці. Понад рік ви там перебували, ви почули слова Ігоря Козловського. Вас також от підтримувало це відчуття, так, що з вами Україна вся? Чи все-таки ви відчували от якусь покинутість і те, що про вас не дбають і, можливо, ви там могли залишитися назавжди? Я вам скажу, что там этого ощущения нет, потому что ты там изолирован от информационного пространства украинского, и ты только слышишь каждый день от сепаров о том, что ты никому не нужен, о тебе забудут, а в лучшем случае, наоборот, ты вернешься в Украину, там тебя на подвал СБУ посадят, там ты будешь и предателем, и что-нибудь еще похуже с тобой будет. Поэтому очень тяжело, не видя никаких плодов своей веры, верить дальше. И когда срывается обмен за обменом, когда нет никаких изменений, и ты в одной и той же самой камере, и люди вокруг тебя ненавидят, и ты там враг. И я вам скажу, что очень тяжело верить, что что-то будет хорошее. Но на самом деле у меня ситуация такая, что я очень верила, я верю в Бога, я верю в то, что Господь меня хранит, и я верила там. Но даже имея какую-то веру, какие-то определенные там ценности, очень тяжело сохранять спокойствие, очень тяжело. От ви вчора їздили, так, в Донецьку область, тобто ви зустрічалися вже з екс-бранцями, так, з екс-заручниками, і ви спілкувалися з ними, так? Ви приїхали з ними разом у Київ, зараз можливості нема з ними спілкуватися, так? Бо багато з них або реабілітуються, або там перебувають в лікарнях. З ким ви спілкувалися і що вони розповідали? Я успела пообщаться буквально с парой человек, которые просто мои знакомые. Я приехала в больницу, мы с ними увиделись, и я рада, что наконец-то смогла пообщаться. Но я вам скажу, вчера, когда я их только увидела, первый момент, я готовила слова, я готовила какие-то фразы, я готовила какие-то трогательные вещи, показать, что вот, мы ждали, мы боролись. И я первое, что сказала, просто, ребята, я рада, что вы на свободе, я вас поздравляю. А какие-то вот высокопарые вещи, они настолько были, ну, неактуальны, было настолько некрасиво, что я не нашла даже что сказать. Я просто стояла, дайте, говорю, вас обниму. Сегодня мы уже смогли чуть-чуть больше пообщаться, мы смогли уже порадоваться, вспомнить какие-то моменты, как было тяжело, порадоваться тому, что все позади, и просто сказать друг другу, что вот мы наконец-то увиделись, и мы наконец-то прорвались, и Украина победила. Наша маленькая тактическая победа в этой борьбе, и очень много сражений, но Украина побеждает, и я верю, что дальше будет больше и больше побед на битве, на поле боя в плане наших военнопленных. И, естественно, дальше будут какие-то победы дальнейшие в плане каких-то военных сражений. Я в этом уверена. От вони згадували про те, що пережили там в полоні, чи більшість з них не хоче про це говорити? Я пока об этом не спрашивала. Мы старались пошутить, мы старались как-то ободрить, потому что сейчас очень
очень неприятно видеть, когда журналисты спрашивают: скажите, вы рады? Нет, я не рад. Ну, конечно же, человек рад. Какие чувства он испытывает, он сам не знает. Я знаю свои чувства, которые у меня было. У меня был, знаете, меня когда спрашивают, что ты чувствуешь? Я столько всего чувствовала, что я не могла отделить одно чувство от другого, не могла понять, что я чувствую. Поэтому очень важно дать им сейчас все это осознать, прочувствовать, то, что это все правда. Они вчера: Маша, я не верю, что это со мной, что это все на самом деле. Поэтому нужно просто время, чуть-чуть и психологической помощи, реабилитации. Я верю, что сейчас Украина уже сможет это все сделать. Точнее, я не верю, я это знаю. Сейчас готовится поддержка, реабилитация на базе Центра психологической помощи при правительстве Украины. И таким образом наши военнопленные уже смогут получить какую-то поддержку от специалистов, которые смогут им помочь именно не просто какими-то словами, а какими-то действиями, как им почувствовать себя больше, знаете, как в безопасности. А оце відчуття безпеки, воно ще довгий час вас переслідувало, коли ви вже попали на територію контрольовану України? Чи небезпеки, так? Да. Смотрите, какой момент возникает? Сознание есть подсознание. Я сейчас как раз занимаюсь, я изучаю психологию, и я уже смогу это больше научно объяснить. Есть сознание, есть подсознание. Вот сознание тебе говорит: все хорошо, ты свободен, никто тебе ничего не сделает. А есть подсознание, которое, по-своему действует, и оно тебе говорит: ты в опасности, ты должен защищаться. И человек очень долго проходит процесс того, чтобы освободиться от этого, знаете, такого защитного механизма. Більшість людей, яких повернули, так? Які приїхали у Київ там, чи в інші міста, в якому фізичному стані вони? Вони мають там проблеми зі здоров'ям, чи більше все-таки психологічно якось такі внутрішні переживання? Я не могу сказать, я сегодня общалась с врачом, мы виделись, пока еще какой-то информации нет, потому что очень много людей, пока все пройдут анализы, пока все пройдут какие-то процедуры, пока еще трудно говорить, потому что многие болезни, допустим, могут быть и скрытыми, могут о них, допустим, и не знать. Есть сейчас, знаете, такая эйфория от свободы, и она, знаете, подавляет какие-то там ощущения, возможно, даже. Зараз дуже багато говорять про психологічну реабілітацію. Що вона в себе включає і як взагалі планується надавати людям, які побували у полоні 3 роки? Це дехто з них 3 роки, так? Там військовий з 2014 року був, вчора якого міняли. Що потрібно людям на першому етапі? Я не знаю всего процесса, я только знаю, что сейчас есть уже готовая разработанная программа с западными нашими партнерами. Эта программа уже была опробована в других странах на Западе, я не знаю, где именно, но она уже работала, она приносила свои результаты, и мы сейчас ее будем стараться адаптировать под наши реалии, под наши ситуации, под наших парней. И очень скоро, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем уже ее воплотить и на практике применить те знания, которые мы получили от наших партнеров. А от вона буде довгостроковою якоюсь? Трохи більше деталей розкажіть. Насколько я... опять же, сейчас все уже чуть-чуть пошло не так, как мы планировали. Мы планировали... изначально планировалось, что... как сказать? Что эти люди, которые сейчас освобождены, что они будут находиться в одних условиях, чуть-чуть получилось по-другому. Поэтому, честно говоря, я не знаю, я так понимаю, что это будет планироваться около месяца. Це реабілітація. Взагалі, наскільки впливає перебування в полоні? Так, я розумію, що воно впливає в негативному значенні слова, тому що запитання теж так з розряду, так, чи ви раді, що приїхали, так, що повернулися на Україну. Тобто, що воно змінює в людині? От по собі, що ви можете сказати? Я вас запитую, тому що ви були в ідентичній ситуації. Это такой очень сложный вопрос. С одной стороны, хорошие тоже есть вещи. Ты начинаешь ценить то, чего ты раньше не ценил. Ты радуешься. Иногда иду по улице: Маша, как же хорошо, свежий воздух. Вот можно идти куда хочешь. Захотела, купила себе кофе. Захотела, пошла к подружке погулять. И ты начинаешь ценить те вещи, которые казались раньше чем-то таким, чем-то естественным. И сейчас я пишу дневник, в интернете есть мой дневник, я рассказываю о своих переживаниях, своих чувствах. И главный момент,
что ты сейчас, ну, главное то, что я рассказываю, это ощущение свободы. Когда говорят, главная ценность – это свобода, ты думаешь, ну что такое свобода? Я же ее и так имею, ты ее не ценишь. Так же, как и ты не ценишь воздух, если тебя начинают душить, ты понимаешь, что ты вот теряешь жизнь. У вас відбулося якесь переосмислення цінностей, так, наскільки я зрозумів? Да. И ты начинаешь ценить даже элементарную еду. Ты начинаешь ценить больше те вещи, которые являются чем-то таким обычным. И больше ценишь жизнь, больше ценишь то, что ты имеешь какие-то возможности. Що було найважче в полоні перенести, так, чи пережити зі всього? Ви Конечно, почали цінити так, от після того, як вас обмежили там в свободі там пересування і так далі. Тобто це такі базові цінності, які прописані там навіть в конституціях, так, всіх країн. Що найбільше ви почали цінити після того, коли повернулися на територію підконтрольну Україні? ну, я не буду говорить о каком-то там психологическом прессинге, либо о каком-то другом прессинге. Я думаю, у всех военнопленных это разные были истории. Но главный момент того, что ты начинаешь больше ценить, собственно, саму жизнь, что она у тебя есть. Она не какая-то такая, знаете, эфемерная, а тебе вот... Меня, допустим, могли убить, когда меня только там... Я попала в эти обстоятельства, и эти люди ненавидели меня. И когда я осталась жива, я, честно, я стала понимать, что такое иметь жизнь. Коли взагалі от ви адаптувалися так до життя на території, яка підконтрольна Україні? Тому що є різні там процеси могли відбуватися і так далі. Коли ви зрозуміли і вже перестали боятися? Оно, знаете, Якесь такие відчуття, вот- чи воно само по собі приходить, чи був якийсь момент, коли ви зрозуміли, що от весь цей жах закінчився полоном? Есть такие вот маленькие крючочки. И ты постепенно каждый отцепляешь. И первое время мне казалось, что все хорошо, как, допустим, сегодня я общаюсь с ребятами. Им кажется, что все, эйфория своей свободы, счастья, кажется, что все позади. Но на самом деле есть такие, вот знаете, как флешбеки, когда ты возвращаешься к каким-то воспоминаниям. Есть моменты, которые тебя держат, какие-то защитные механизмы, которые в психике срабатывают, которые ты не можешь контролировать. Поэтому все это постепенный и очень постепенный процесс. Даже когда ты ходишь, улыбаешься, ты думаешь, что у тебя хорошо, а где-то там внутри какой-то червяк сидит, и он точит. И, ну, трудно сказать. Но главный момент это понимать, что именно понимать не головой своей, а вот сердцем понимать, что ты действительно на свободе, что о тебе заботятся. И я рада, что сейчас наше правительство, оно будет заботиться о военнопленных, они получат медицинскую помощь, психологическую. Возможно, надеюсь, какое-то будет, ну, оказана большая поддержка. Ви проходили мали психологічну допомогу після полону? Я нашла самостоятельно психолога, который мне помог. Я имела очень большой негативный опыт общения с психологами, потому что, к сожалению, очень мало людей, которые разбираются именно в этой сфере, в ПТСР, то есть посттравматический синдром, когда это стресс не тот, который там я ноготь сломала, мне там муж не так улыбнулся. То есть эти вопросы они могут решить. А когда более там травмы глубокие в сердце у человека, к сожалению, очень мало психологов знают, как этим бороться. Ви сказали, що ви знайшли його. Тобто, от людина, коли перебувала в полоні, їй необхідна така допомога, чи вона може самостійно справитися, наприклад? Ну, я вам скажу, допустим, такой процесс, Угу. что человек, находясь там, он должен всегда себе сдерживать свои эмоции. Он не должен плакать, он должен казаться сильным, потому что если все увидят, что ты слабый, они тебя будут еще больше нагнетать. Есть также момент того, что не пускать в себя те чувства, которые тебе хотят внушить, того, что ты не такой, как они в их представлении. Ты злой, ты плохой, ты зло просто для них. И важный момент того, что, как бы, знаете, образуется такой кокон, защитный механизм, чтобы человек эмоционально сохранил свою, вот, знаете, целостность. И когда, допустим, человек оказывается на свободе, он должен либо как-то освободиться от этого кокона, либо дальше жить. И с этим коконом, к сожалению, очень тяжело жить, потому что человек боится, вот знаете, как-то отпустить это все. Отпустить, и он хочет все контролировать. От цей курс теоретично скільки він буде тривати? К сожалению, я сейчас не могу точно сказать. Я думаю, что около месяца. Но я, честно, я не могу сказать. У меня информации Наскільки нет. важливо оточення, так? Тому що я читав, що багато заручників, вони, наприклад, їхні родини залишилися там в Донецькій чи Луганській областях, так? І фактично вони тут залишені самі на себе. Наскільки важливим є допомога суспільства, так? І оточуючих, якщо немає рідних на місці?
Я скажу по поводу себя, если бы не поддержка людей, моих родных, незнакомых людей, мне писали, я не знаю, сотни, наверное, около 1000 людей, которые меня поддерживали психологически, люди, которые поддерживали меня материально, во всех отношениях у меня оказалась большая поддержка. Если бы не эта поддержка, я, честно говоря, даже не знаю, как бы я все это перенесла. Поэтому без поддержки родных и близких, ну, я не знаю, я не представляю, как это можно все пройти. Адаптироваться, начать жить полноценной жизнью, это очень тяжело. Чи відомі вам факти, як, наприклад, от, там люди, які там переживають посттравматичний синдром, чи, наприклад, які там десь були в полоні, тобто як вони адаптуються, так, десь в інших країнах? Но вот сейчас мы будем применять этот опыт, который уже имеется, накопленный опыт. Пока я не знаю всей схемы, к сожалению, мы никак не можем приступить, но я думаю, в ближайшие дни мы сможем уже приступить конкретно к практической части этой психологической реабилитации. А це на базі, наприклад, яких країн, так? Тобто кожна країна, вона має якісь свої розроблені програми, скоріш за все. Если я не ошибаюсь, я не хочу сказать неправильно, но, по-моему, это на основе опыта Америки. Но я не могу, возможно, кого-то из стран НАТО. Давайте скажем так. Я зрозумів, а чи буде, наприклад, також там залучені західні фахівці, чи лише Да. українці? Это опыт западных стран, но, насколько я знаю, это психологи наши будут уже. Тобто безпосередньо які навчені їздили, десь навчалися, чи... Я общалась с теми людьми, которые эту программу нам представили, то есть это американцы, если я не ошибаюсь, но будут ее применять уже наши психологи. От коли, наприклад, проходить цей курс там психологічної реабілітації, людям важливо знайти себе в житті по-новому, так? Оцей момент, він є важким, для вас він був важким. Чим займатися? Ну да, потому что, смотрите, в течение 1 года я ничем не занималась. У тебя атрофированы, психологические мышцы, они у тебя не приспособлены. Ты хочешь чем-то заниматься, но у тебя такое, знаете, какое-то безволие, ощущение, вот знаете, такой подавленности. Поэтому, очень важно найти какое-то применение себя, понимание того, кто ты в этом мире, для чего ты живешь, и понимание нужности себя в этом мире. На непідконтрольних територіях ще залишається близько 100 заручників, так? Понад 100 заручників. Очільник Служби безпеки України Василь Грицак, він, здається, сьогодні зробив таку заяву. На вашу думку, наскільки близько по часу може бути їхнє повернення? Чи це також може розтягнутися на роки, тому що за останні 2 роки не було таких великих обмінів? Мы должны понимать, что удерживает этих людей не Украина, удерживают террористы, поэтому это зависит не от нас, и мы не можем диктовать условия, мы можем каким-то образом влиять на принятие решений этими террористами. Они используют людей для своих целей, для того, чтобы получить какие-то преференции, амнистию, территорию и так далее. Поэтому очень трудно понимать, что ими движет, и очень трудно каким-то образом взаимодействовать с ними, потому что они всегда срывают переговоры, они отказываются от каких-то уже принятых решений. Поэтому трудно предполагать, но мы будем надеяться, что в ближайшее время будут порядка 20 человек освобождены. Возможно, сейчас я договорю. Возможно, что причиной является то, что какие-то даже технические моменты. То есть, смотрите, допустим, в моей ситуации срывался обмен очень много раз. И на последнем этапе он срывался из-за каких-то просто бумаг. То есть это были просто формальности, которые каким-то образом не были выполнены. Когда это все было решено, тогда уже... З чиєго боку? Я, честно, не знаю. Я знаю, что это какие-то были бумажные просто моменты. Між двома сторонами, так? Да. В переговорах. Вважають, що заручники – це певний важіль впливу, так? Українські заручники. Наскільки ви це відчували, коли перебували в полоні? Що ви є цінною, так? Це людина, яку треба обміняти на щось. Вам це давали зрозуміти? Там я находилась в полной информационной вакууме. Я не получала никакой информации от внешнего мира. Но какой возникал момент? Я узнала, что в один момент, когда попались вот эти 2 ГРУшника, Александров и Ерофеев, террористы решили, а как же нам их освободить? Они очень резко кинулись, кого же нам такого поменять? И тогда они начали мою ситуацию больше крутить по телевизору, по лайф-ньюзу, показывать, что вот, смотрите, Украина не хочет спасать своего человека, свою такую хорошую девочку. Вчера была плохая, сегодня я уже хорошая стала.
Для чего это делается? Для того, чтобы поднять какой-то мой статус, Ценность вашу, ценность. Да, но мне не нравится это слово просто потому, что, ну, ценность, значимость. Вот английское слово есть value. Да. Да, оно более такое емкое. Для чего? Для того, чтобы получить какие-то свои цели, получить двоих их там нетов. То есть россиян там нет, но тем не менее мы их очень хотим получить обратно. Ви понад рік перебували так у полоні. Дехто там з людей знаходився і 3 роки, так з 2014 року. Я розумію, також банальне питання. От наскільки важко перебувати у такому стані нерозуміння, що станеться, і скільки ти ще просидиш? Ну, знаете, страшнее всего это неизвестность. И ты не знаешь вообще, чего ты ждешь. Ждешь ли ты чего-то, либо тебя сейчас вернут в СИЗО. То есть я находилась в одном месте, я не знала, меня, возможно, сейчас просто куда-нибудь придут в другое место, и я получу тот самый срок, 15 лет, поеду шить фуфайки. То есть сложнее всего, естественно, это непонимание происходящего процесса. И когда сорвался снова-таки обмен, А скільки вас пробували разів обміняти? освободить. Давайте, Да, звільнити. давайте отказываться Окей. от этих терминологий, обмен, потому что это освобождение. Мгм. Мы не обмениваем картошку, мы освобождаем Мгм. людей. Я не знаю всех моментов, я знаю только о 2 случаях, когда меня уже вот Маша завтра, вот завтра, точно. Это только те, которые я точно знаю, что были обмены, но очень часто срывалось без каких-то там объяснений, без ничего. Тобто завтра ви все ще перебували, так? Там, і вам просто обіцяли, що завтра вас повезуть. Коли ви Смотрите. зрозуміли, що справді ваше звільнення відбудеться? Коли вас посадили в транспорт? Ну да, это такой сложный вопрос. Смотрите, первый раз меня, вот резко ни с того ни с сего в камеру заходят Варфоломеева с вещами на выход. Куда, что, как, непонятно. Нас повезли, несколько человек, нас повезли уже на обмен, но почему-то этот обмен сорвался. Нас перевели в другое место. И следующий такой сложный был момент, когда через 7 месяцев мне говорят, завтра будет обмен, все, ты в списке, все хорошо, все железно, все 100%. А потом, когда уже сам день обмена, на следующий день, 3 военнопленных мимо меня проводят, а я остаюсь ни с чем. И я спрашиваю, там где-нибудь я есть в списке? Может, маленькими там буковками, карандашиком, где-нибудь? Нет, ничего нет. И ты не знаешь почему. Может быть, ты уже не нужен, может быть, ты как-то передумали. Тобто может вам быть, нічого не пояснювали? вообще, абсолютно. И потом уже сепары, тю, Маш, я же знал, что тебя меняют, это просто я забыл тебе сказать. То есть они знали, возможно, даже причину, но как бы момент такой, знаете, подлости легкой. И потом уже, когда в день обмена мне говорят, ну что, ты, Маш, готова? А я, знаете, я уже боюсь надеяться, я боюсь сейчас сказать, я готова, они скажут, а я пошутил. То есть, А навіть такі випадки були, так? ну, мало ли что на уме у больных людей. Я же не могу предполагать. И когда уже мне сказал там один их какой-то командир, Маш, ну ты ж собирай вещи, я поняла, что уже можно собирать вещи. А до этого момента я думала, что мало ли это просто какие-то шутки. Тобто, коли він сказав, що вже збирай речі, і ви зрозуміли, що вас будуть звільняти, так? Да. Які ваші перші відчуття, пережиття були, коли от ви вже опинилися на українській стороні, так? Серед українских Среди військовых. своих. Да, знаете, такое странное чувство. Помню, хожу и кругом украинские флаги. А что, так можно? А что, можно, чтобы вот украинские флаги кругом были? И там, знаете, на квадратном сантиметре просто был переизбыток этих 2 цветов. И ну, это здесь, кажется, это нормальные цвета, то там ты этот цвет везде ищешь. Ты везде там какие-то фантики на дороге, где-то там в магазине игрушки лежат, и ты везде видишь этот цвет. Тут было настолько классно от того, что украинские военные в нашем пикселе родненьком, все тебя обнимают, все тебе радуются. И, знаете, оно вроде бы радостно от этого момента, но с другой стороны, ты хочешь от них и отстраниться, потому что ты отвык от какого-то контакта с людьми, от общения. И ты вроде бы хочешь пообщаться, потому что ты соскучился по общению, но ты в тот же самый момент как-то, даже когда хорошего, и когда много, то ты, знаете, как-то закрываешься. Дякуємо Марії Варфоломєєвій, журналістці, колишній полоненій так званої Луганської Народної Республіки, з якою ми говорили про звільнення 73 українських заручників, які вчора були обмінені
з тими, хто порушив закон тут в Україні, тобто їх більше 250 передали на території непідконтрольної Україні, так звані ЛНР, ДНР. Мене звати Любомир Ференц. Вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм» із Христиною Бондаренко, в якої в гостях буде Артур Герасимов, голова фракції «Блок Петра Порошенка». Я усім телеглядачам телеканалу АТР бажаю гарного вечора і дякую, що залишаєтеся із нами.